В эфире программа «Пациент». Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам об эксклюзивной нейрохирургической помощи, которую оказали врачи республиканской больницы. Пациентка в результате ДТП получила черепно-мозговую травму и в тяжелейшем состоянии была доставлена в нейрохирургическое отделение ЦРБ. Девушке были сделаны 2 операции, в том числе и пластическая. Была произведена реконструкция дефекта черепа, что позволило специально для данного случая в Московском институте 3D-технологий напечатать пластину, которую и установили в лобной части черепа. Сегодня пациентка чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не угрожает. Такие сложные операции в отделении выполняли не раз, но этот случай попал под социальную программу. А это значит, что пациентку оперировали совершенно бесплатно. И вот как это было. Несчастный случай произошел с жительницей села Хопста Салимой Твицба в ноябре 2023 года. Она сопровождала свадебный кортеж, который направлялся из Гагры в Новый Афон. Вначале все шло хорошо, никто не держал скорость. Но внезапно впереди образовалась пробка. Водитель автомобиля, в котором ехала Салима, резко затормозил, и машина врезалась в столб. Она ударилась головой и потеряла сознание. К залитой кровью девушки не решались подойти, только старший брат кинулся на помощь. Столб таси сраса хавтузе машина аваз гинесян гултаха чкиус араи шоялб сраса шей хабёб инпучун са сра рулескасиштх сахтун сша стацет двоюродный цицин самыцицин Водитель из Луджарного Аременича. А мне железка мы зубрасим эн. الحدارز يخوني بشن الخبشن أشياء يخوني وتسيد دار زال بنت عمبي نو أبريا جراند عمبي زاوش وبس ياون أشياء صلح تحجاز جشيد وابشي وبس أشياءون инстумы все например псита нскилан водитель иштехтан ремина бре железка шямами амна тормозник до нас столбам на лхонкей амне железка лхояла ял снапнс лхоя якца шохчиган глоша тыгын дискумнс аурса жупсца машина гайн сангулум сотруднику иналихцу Да сами хну брячку на машина дьякирбен димен цеда машина ден тызгузги ден тастузги анс лхот лтпж доомыз лпсмач хндон. Все это время Салима была без сознания. В тяжелом состоянии ее доставили в Гудаутскую больницу. Тут на некоторое время она пришла в себя и даже разговаривала. Ей оказали первую помощь и направили в Сухум, в республиканскую больницу. Кто-то ердзихит первую помощь сртит и все. Нас рентгенация на вас рештит, а нас оторпетис тахсепшинуа и все реанимация снаркит, операция ялаки. Дарз джабади болит в баасат операция течен нас хазар ахтит брадан хажру стула адахгруха мамой хит сарас злагаз сус дагансен згзоти سرسمش سريز درودي هيد يشحطوزي قصتودي وبري حيو هيد دارزي برحقي يروسي جقلي نسيمش يسمنا خاكوا نسلس زار زومس تيرا ودارا خامزا كان عسوكلو كسرقناسان агис нормально оха хясмыцмыст первая операция бсенис хазк. Салима Твицба поступила в отделение нейрохирургии с тяжелой комбинированной черепно-мозговой и челюстно-лицевой травмой с вдавленным переломом лобной кости, переломом крыши орбиты и верхней челюсти. Осколки костей были глубоко имплантированы в лобную долю головного мозга. Первым этапом Салиме провели экстренную операцию. Изолировали лобные пазухи, чтобы остановить инфекцию в мозг. Также необходимо было убрать костные фрагменты, которые впились
вцепились в глазное яблоко, чтобы сохранить глаз. В общем, травма была очень тяжелая. Пациентка провела в больнице около 20 дней, так как необходимо было вылечить ее еще и от менингита. За 2 недели девушка перенесла около 30 спинномозговых пункций. Как отмечает ее лечащий врач, нейрохирург Олег Готорба, она восстановилась достаточно быстро, без неврологического дефицита. Память не нарушилась, проблем с речью не возникло, и ее отпустили домой. Но через некоторое время ей необходимо было провести еще одну операцию – краниопластику. Это восстановление дефекта свода черепа путем введения естественного или искусственного трансплантанта. Необходимо было уже решить вопрос по ходу реабилитации, еще вопрос социальной реабилитации, потому как у нее оставался дефект черепа, то есть то место, где был вдавлен перелом лобной кости, где отсутствовала крыша орбиты, все это было видно, да и несколько небезопасно. То есть, грубо говоря, косточки нет, головной мозг перекрыт только кожей. И любой травмирующий агент мог повлечь за собой определенные сложности и угрозу для жизни. Но учитывая сложность ее дефекта, взять обычную пластину и прикрыть, выглядело бы это не совсем хорошо, наверное, не совсем этично это получилось бы. То есть надо было подойти здесь более тонко, что ли. Потому сама операция, она, я уже говорил, она не столь уникальна, сколько эксклюзивна. Эксклюзивность заключается в том, что для нее был напечатан сперва на основании томографии головного мозга, компьютерной томографии, была напечатана 3D-модель ее черепа. У нас лежит на столе, можем ее продемонстрировать. То есть это вот абсолютная копия ее черепа. Вот такой дефект был у пациентки. Отсутствует крыша орбиты, надбровная дуга, отсутствует лобная кость, зияющая лобная пазуха. Вот. Здесь даже визуализируется перелом верхней челюсти. Вот. Собственно, как это происходит? Сперва на 3D принтере печатается вот такая вот модель костей черепа пациента. И уже на основании вот этого дефекта на специальном медицинском 3D принтере, то есть технологии вот до такого дошли, печатается титан-углеродная пластина. То есть на выходе мы получаем абсолютно идентичную модель той косточки, которую пациентка потеряла. И она сюда устанавливается абсолютно интимно, вот как будто бы это ее родная, значит. И вторым этапом уже необходимо было, собственно, эту пластину закрепить. Но и здесь есть определенные технические сложности, тоже нюансы хирургии самой. Пластину для того, чтобы имплантировать сюда, необходимо было аккуратненько кожу отслоить от тонкой оболочки головного мозга, не повредив ее, не вскрыв лобную пазуху, которую мы закрывали по специальной методике. Вот. Ну и самое сложное, нужно было отслоить крышу орбиты, глаз отслоить от дна передней черепной ямки, чтобы закрыть еще одномоментно крышу орбиты. Ну, к счастью, все обошлось, все прошло достаточно успешно. Мы остались, и пациентка, самое главное, осталась удовлетворена тем объемом операций, которые мы провели. На проведении краниопластики настаивал нейрохирург Готорба. Помимо эстетического вопроса было и другое. Головной мозг – очень хрупкий орган и все время нуждается в защите. В данной ситуации этот участок мозга, который без того был тяжело травмирован, оставался неприкрытым. Даже бытовая травма угрожала жизни и здоровью пациентки. Анатомия костей черепа такова, что вот при носовом дыхании воздух попадает в так называемые верхние челюстные пазухи оттуда и, собственно, попадает в одноименные лобные пазухи. С каждой стороны по пазухе, слева, справа в лобных пазухах и в верхнечелюстных пазухах. Для чего это надо? Турбулируя в этих пазухах, воздух проходит первичную грубую механическую очистку. Воздух, которым мы вдыхаем, он же не
идеально чистый, там содержатся примеси пыли, частиц, бактерий, вирусов, да чего угодно. А вот в пазухах находится слизистая оболочка, которая абсорбирует, задерживает на себе все это. Соответственно, это вот такая коллекторная зона. Представьте себе, пазуха была сломана, головной мозг зияет, открыт, и, собственно, вся грязь из лобной пазухи уже в первых же минутах травмы черепа, при открытой черепно-мозговой травме, мозг уже инфицирован. Вот. И эти пациенты всегда в 100% случаев проходит через менингит. И если неадекватно и не вовремя лечить менингит, он переходит в энцефалит, а это, как правило, в превалирующем большинстве случаев фатальный исход. То есть необходимо было спасти жизнь таким образом. Реконструкцию дефекта черепа, которую провели Салиме Твицба, удалось осуществить благодаря личным связям нейрохирурга Олега Оторба. Несколько лет назад при определенных обстоятельствах он познакомился с директором Института 3D-технологий в Москве, где напечатали нужную пластину. Стоит отметить, что данное учреждение обслуживает только научно-исследовательские институты и не принимает заказы от обычных стационаров, не говоря уже о стационарах из других стран. Но видя, в каких непростых условиях работают абхазские нейрохирурги, директор института сделал исключение и в режиме нон-стоп 24 часа в сутки за 15 дней 3D-аппарат напечатал пластину. Если бы произошел малейший перепад в электросети, аппарат дал бы сбой и пришлось бы заново запускать протокол. И даже оплатить за эту работу было не так просто. Пришлось изощриться, и через своих знакомых в России удалось перевести деньги на счет института. По накладным, которые пришли вместе с пластиной, сумма была в районе $5000. Это достаточно дорогое удовольствие, но Салиме Твицба это ничего не стоило. Она даже не подозревает, какой объем работы был выполнен специально для нее. Собственно, вот с этим институтом мы уже около 6 лет сотрудничаем. И это не первая операция, которую мы для пациентов печатали на 3D-принтере пластины, имплантировали их. Просто этот случай, он несколько сложнее, чем предыдущие были, потому что вся эксклюзивность операции же в этом. То есть в том, что мы взяли и как перфекционисты, что ли, подошли к этому вопросу. Возможно, в другом центре люди не стали бы усложнять себе задачу, взяли бы обычную динамическую пластину, установили бы, ну и какая разница там, что череп будет не идеально симметричен, и что глаз будет немного подтянут наверх. Если бы крышу орбиты мы не закрыли, глаз был бы смещен очень сильно, это прям бросалось бы в глаза. Лобный бугор с левой стороны у него был бы ниже, чем справа, и наоборот. То есть абсолютной симметрии не было бы. А сейчас у него все это абсолютно симметрично, за исключением рубца большого, который она непосредственно во время травмы получила. А наш разрез, его даже не видно, он скрыт в волосистой части головы, даже после операционных шрамов нет. Ну, они есть, их не видно просто. По поводу стоимости пластины, кто ее приобретал, пациентке это ничего не стоило. Я отдельную благодарность, конечно, Саиде Юрьевне Белба хотелось бы высказать. Да, вот я обращался в Министерство здравоохранения, непосредственно заместителю министра, вот с такой просьбой, что есть коллега, что надо бы помочь, что пластина достаточно дорогостоящая. Вот. Очень отзывчиво министерство взяло все расходы на себя, они оплатили эту пластину. То есть больной, это была абсолютно социальная операция. Краниопластика – это одна из самых частых процедур в современной нейрохирургии. Защита мозга и косметические аспекты являются основными показаниями к данной операции, когда одномоментно задействованы несколько областей. Иначе говоря, чем больше форм в зоне повреждения, тем сложнее пластина. Но на месте в операционной выгнуть титановую пластину, придать ей нужной формы, чтобы установить, невозможно. И хирурги, как правило, не усложняют себе задачу и делают, как получается. Но нейрохирург Оторба к каждому случаю подходит очень ответственно. Надо всегда делать то, что невозможно.
Потому говорят, что профессия врача – это профессия между людьми и Богом. То есть мы не можем столько, сколько может Бог, но мы должны, обязаны мочь больше, чем может гражданский человек. Это называется превентивное лечение, понимая, что может быть, ну, это уже по опыту, на опыте, вернее, наверное, понимая, какие могут быть осложнения и риски, мы делаем так называемую превентивную терапию с опережением удара наперед. Вот. А сама пациентка вторую операцию, вот эту реконструкцию, она перенесла достаточно хорошо, потому что мы ее госпитализировали заблаговременно. За несколько дней мы провели специальную терапию, подготовили ее к операции. Это, безусловно, целый комплекс лечения. То есть с момента госпитализации до операции она около 4 суток пролежала и получала специальную терапию для того, чтобы операция легко прошла, чтобы она ее легко перенесла. То есть терапевтических каких-то соматических осложнений после операции у больной не было абсолютно. Она на второй день уже ходила по коридору, ела, пила, то есть голова у нее не болела, каких-то проблем с памятью и других неврологических проблем, дефицита никакого не было. Восстановилась она достаточно быстро, где-то на 10-й сутки, по-моему, шовчики уже были удалены. Вот, и выписана она была из стационара благополучно. Вторую операцию Салиме провели в июле. С тех пор прошел месяц. Она чувствует себя хорошо, соблюдает все рекомендации своего доктора. В общей сложности ей 4 месяца нельзя выходить на работу. А трудится она медсестрой в Гудаутской больнице. Девушке всего 22 года. Шрамы в волосяной части головы складятся и практически не будут видны. Но главное, она здорова и продолжает радоваться жизни. И бизнес хызгит, 4-го реанимациях сергет, нас операционных, и сачужуз мацара, ярдзит операцию, но шон отр подмарха, нас отр басани мишти дайт и айцетиус. Дары дебзуб, табуб дары захаяс худ, и риокмузги, საზაძუმსდებს. Ирейхет ахякудын кабахир басасут и хайкшодин эсэбэлнэцвих пнёти. Мамов бзубсыге аха хаккисэмэзэмэс. Бряюбэт операция бжэй нэойцоз. Чэзнэггинс хайзцэт хаяцожвит свинахов وادقون سفينخوف جيبيت نس بريوزو قدزوميحان проблема адзимихит арис ресурс сарасалагит суси шахто сарейн сэгзодихит акадкуит гылана юна мин здравихи дукцена бриет схора шахтаху бис тхасхрана кадку аздуки зит мин здравиги губзирен шерита бабио ورتكي схора حرتي حرت حتى تردو نو جبال يادز حوب جباح مرزيد ازجيد دوني خان عند كارا غانخ مي خزتس ابجحني خا دارز تسخرار وحرتي دوني خان سبق زمزنس بست قلات حو بسار الحبشن نسومين استزغوز انيزي بنا يانس است قلات ح بشس سبل عزاري قمز вообще лапсают, хаги вообще вахс ходзимыз. Абринас операции гео ханелга, анс штурта ганахеланс, отер бич хахне забри паралаха. А я шас параз ихзуй цай брш майни. Арас рус зизу параз загдзими цравас. Тот хаубс рас зуй рубль пара хамим хцид убс айдзид уйбса. И табуб дара за хаяху. Подобные операции проводят в дорогих частных клиниках и в любом стационаре 4-го уровня. Это фактически пластическая хирургия, и она всегда дорогостоящая процедура. Одним словом, такую роскошь могут себе позволить не бедные люди. Но нейрохирурги республиканской больницы не раз проводили социальные операции, где пациентам практически бесплатно оказывают медицинскую помощь, а также проводят сложные хирургические вмешательства даже при отсутствии соответствующей материально-технической базы. Свои достижения абхазские нейрохирурги не раз демонстрировали в рамках медицинского форума, чем приятно удивляют своих российских коллег.
Ну и пример того, что не всегда у нас есть такая материальная возможность заказывать пациентам какие-то модные 3D-пластины, которые стоят, простите, как крыло самолета, и мы еще делаем классические дефекты, краниопластики классические. Вот. На этом слайде клинический случай с пациентом. Молодой пациент, достаточно невезучий. В течение 8 месяцев мы его оперировали 3 раза. Первый раз по поводу компрессионного перелома в результате ДТП, 5-й грудной позвонок. Второй раз мы ему делали декомпрессивную трепанацию, краниоктомию по поводу черепно-мозговой травмы, тоже в результате ДТП. И 3-я операция, вот она продемонстрирована на слайде, уже мы закрывали дефект черепа. Костную пластинку, которую мы удалили, это теменная височная часть лобной кости, чтобы она не портилась. Обычно ее везде в мире кладут в холодильники, но у нас-то большие проблемы с электричеством из-за веерных отключений. Мы имплантировали подкожно-жировую клетчатку бедра. Вот оно. Значит, он с ней в бедре ходил 3 месяца, нежелательно более 3 месяцев ходить, потому что локусы гистосовместимости потом могут не совпасть, и костная пластинка может начать лизироваться. И здесь этап операции, как мы удаляем ее из подкожной жировой клетчатки бедра, устанавливаем, моделируем дефект и фиксируем это все такими титановыми краниофиксами. В среднем за год в нейрохирургическом отделении оперируют около 200 человек, до 20 человек выезжают за рубеж. По протоколу каждые 5 лет любой доктор должен проходить курс повышения квалификации. К сожалению, пока в нашей стране такой поддержки не оказывают медицинским работникам. Редко проходят выездные конференции для обмена опытом. Но каждый доктор, используя личные связи, пытается повышать свой уровень квалификации самостоятельно. Самая большая проблема для медицинского сообщества Абхазии – это очень низкий уровень доверия. Вот. Я понимаю, что не безосновательно имидж абхазской медицины страдает, но правда, ребята стараются и делают, что могут. И хотелось бы приурочить нашу с вами беседу тому, что есть повод нам доверять в том числе. Никто не идеален. В современных реалиях, учитывая, в каких условиях мы трудимся, мы иногда делаем больше, чем можем. Правда. Так обстоят дела. И, как правило, ругают нас те, которые с нами еще не сталкивались. Вы сперва поговорите с теми, кто с нами столкнулся, и тогда, наверное, бэкграунд нашей больницы и, в принципе, в целом здравоохранение будет на несколько уровней выше, чем сейчас. Но в первую очередь нам вот не хватает поддержки, наверное, финансовой, в первую очередь. Нам не хватает менеджмент поддержки. А менеджмент надо освещать то, что люди здесь делают, как они трудятся, не жалея ни себя, ни своих родных и близких. У меня, в частности, в отделении есть молодые ребята, семейные, у которых маленькие дети, они по 8-10 дежурств в месяц дежурят. То есть детишки растут, они даже родители не видят. У нас даже доктор, молодая девушка есть такая с детьми, она 8 дежурств дежурила в прошлом месяце. Представляете, в 8 дней из 30 отсутствовать дома, у нее 2 маленьких детей. Это же самопожертвование, разве нет? И мне кажется, это надо брать во внимание. Напомню, что отделение нейрохирургии было основано в 1997 году священнослужителем отцом Иоанном, в миру Александром Свинуховым, стаж работы которого идет с 1978 года. Александр Свинухов и сегодня возглавляет отделение нейрохирургии. Нужно отметить, что все подходы и методику, которые применяют в отделении, адаптированы под существующую материально-техническую базу.
Сегодня мировая нейрохирургия ушла далеко вперед. Она помогает бороться с широчайшим спектром заболеваний, некоторые из которых до недавнего времени считались неподдающимися хирургическому лечению. Крупные мировые центры специализируются на высокотехнологичной медицинской помощи, делая основной упор на малоинвазивные технологии, которые помогают избежать серьезных осложнений и быстрее восстановиться после операции. Конечно же, наше нейрохирургическое отделение в плане материально-технического оснащения намного отстает, но специалисты трудятся днем и ночью, делая все возможное для спасения жизни людей. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!